Данилов Александр. Меня зовут Данилов Александр. Темирнен Уханов. Я занимаюсь кузнечным делом. Был В этом году достраиваю свою кузню. Для удобства возле дома. А пока кую на работе. Ухана. Антон Ситтага Хоттогна. Нужно закончить кое-что. Олорнерен Дем Атырато Уханага. Булрин. Начали строительство с прошлого лета. Был гараж кудук манна. Отопление уже есть. Статом. Только электричество. Осталось решить вопрос с трехфазкой, чтобы запустить станки, тогда и работа активная начнется. Этот нож сделал под заказ. 95Х18. Заказчик беден. Изготовил из материала заказчика. Сам я предпочитаю работать с Х12МФ. Считаю, что лучше работать с одним и тем же металлом. Складнее работается. Атынтан атынга көһөлөр булаха ми хаддара. Чуток тавуллара инире. Нар бивнен үли булаха. Тордук тавуллар ба. Бу Джон тугунан хакахана. Но под заказ беру и 95Х18, если заказчик настаивает. А так вообще Х12 МФ. Углеродка. Ну еще и СУ-10 бывает кую. Расскажи немного о форме своих ножей. В последнее время изготавливаю форму ножей, исходя из древних канонов. Чтобы передать традиционные формы, нужно много воочию изучать. У этого ножа линза более вогнутая. А раньше предки ковали почти без линзы, не оставляли следов ковки, полностью отшлифовывали. Растан шлиповкалам мелле. По своему опыту считаю такую геометрию ножей более практичной в работе, что по мясу, что по дереву. По просьбе заказчика выковал нож более широким, чаще кую тоньше. Что ты думаешь о форме современных якутских ножей? Сам я раньше тоже такие ковал. Но изучив подробно древние клинки якутских ножей, выковав по их подобию, учитывая геометрию, а также тщательно протестировав сравнение обе формы, пришел к выводу, что традиционная форма более выигрышная и практична в работе. Поэтому сейчас кую именно так. Раньше кузнецы ножи по типу современных ковали? Я лично не видел наподобие современных. У древних ножей ни следов от молота, ни окалин нет, абсолютно гладкие. А еще с одной стороны спуск с небольшим наклоном. Внешне нож выглядел тонким, но на самом деле обух у него широкий, а режущий край идет на утончение. На самом деле Поэтому клинок достаточно прочный. Это что за символика? Это клеймо. Выплавив железную руду, получив болго в тигле, по булатной технологии изготавливаем металл. Тигельную сталь. Но выплавленная в тигле сталь не всегда бывает булатной. Много нюансов и точности надо соблюсти. Нужно неспешно поэтапно изготавливать, и работа занимает не один день. Дальше, после получения стали, немаловажно последующая ковка, термообработка. Поэтому берусь за эту работу, будучи вдохновленным, настроенным на результат. И в итоге получается отличная сталь.
бен тухту леркемгере. О то хаю. Ору. Бу магнетит. Это, например, магнетит. Вообще по республике много разновидностей руды. Крынгелбах хакайригер. Магнетит очень тугоплавкий, хотя содержит много железа. Содержание тенригелбах тимире. Намбаран. В древности ее не использовали. Находили более легкоплавкую руду, не требующую высоких температур. Достаточно тяжелая кропотливая работа получать сталь. Требует точных действий. Любая мелкая ошибка и работа под откос. Если, например, тигель расколется, то вылившийся материал приходит в негодность. Это брак. Этот экземпляр не расплавился до конца. Температуры не хватило. Его еще можно попробовать переплавить. У этой печи внутренняя сторона изготовлена из огнеупорных кирпичей и снаружи футировка. Сюда попадает воздух и нагревается. Продуваясь, воздух может нагреться до 100 градусов. Экономия надо. Он температура. Соответственно, и температура в печи поднимается тоже. Это нужно для экономии газа. Үрер халганы. Ити халган. Үддәне халу температураны ме үддүл булы хидде. Олен синник тухту. Уна гаскар экономия булар. Тымны халганны дәхне түгенник халур. Улхан давление аллехнар. Откуда берете тигель? Бәбите ме оңрачу. Иногда изготавливаем сами. Часто получается брак, поэтому в последнее время заказываем заводской. Заводскую кәннике Хакастан. Той Он из шамота. Когда новый, темный, графитового цвета. После выплавки, побывав в печи, светлеет. Уже уларылла туманико. Той была основа шамот. Уокка кирен тавастана сыддан калач. Бу хыджар кулур. Кәннике кәмгә билим манна Россия хамай. Это работа известного в России мастера Кирпичева Ивана. Ребята заказали, чтобы изучить, протестировать. Нож замечательный, отлично режет. У его булата матрица мягкая, пластичная, ферритная с карбидом. Ферритная матрица карбидтер. Если по-простому сравнивать, как внутрь пластилина добавили бумагу. Клинок не должен ломаться, лишь согнуться при сильном надавливании. За пределами упругости токур юхтах, толстохтахте. Даже если нож затупленный за счет карбидов, все равно должен хорошо отработать. В любом состоянии качественный булат должен без проблем резать в подтаявшем мясе сухожилия и связки. Это скифское оружие, называется акинак, короткий меч. Короткий меч. Сделали совместно с моим другом Аржаном Кухаевым из Алтая. Сам он изготавливает разные изделия, иконную атрибутику в скифском стиле. Он меня попросил из булата клинок выковать. Осенью прошлого года на выставке «Клинок» в номинации «Историческая реконструкция» заняла первое место. Историческая реконструкция номинация выставка. Туга була клинова. На самом деле акинак был цельнокованным. Это для военного дела бы не подошел.
Кыргызстан аматак тохурдук булла. Колубур манан. При ударе сразу бы разломался в этом месте. Былыргылар гене барда. В древности его рукоять покрывали золотом. В Эрмитаже есть экспонаты, клинки сильно проржавели, а рукоятки с золотым покрытием, с красивой инкрустацией, очень хорошо сохранились. Золото не окисляется. Этот нож тоже из булата. Хочу показать рисунок. На выставке «Клинок» также занял первое место в художественной композиции, по-моему, в 2016 году. Художественная композиция. Это был булат. Булатная сталь отличается своеобразным видом, имеет узоры. Но не всегда, если есть узоры, это булат. Хорок тохтыран еще ба юлахканан баран успатта хаябатты болачы. Бу булырын Василий Иванов тен. В прошлом году мой друг Василий Иванов, кузнец из Подмосковья, мне подарил на день рождения. Этот слиток выплавлен самим Вячеславом Басовым, который еще в 70-х, 80-х годах при СССР оставил заметный след в кузнечном деле России. Пока я не придумал, что из него сделать. Сам Василий испробовал. Например, токарный резец по металлу изготовил из него. Очень хвалил. Токарный резец, он бир токарга балахтабидим, он Аллах хайхаута дирит. Тимири даже гарбус. По изготовлению варгана я не специализируюсь. Конечно, могу его сделать, но нет навыков настройки звучания. Этот хомут собрал и настроил Комиссаров Феликс. Рамку и язычок изготовили из булата, который выплавили из руды медино-кангаласского луса. Булат очень долго вибрирует. Невооруженным слухом сложно услышать звук. Больше минуты вибрирует. С помощью наушников прослушивали. Здесь у нас несколько кузнецов работают. Протопопов Александр, Петров Сергей, Егор Афанасьев и Скобяй. Егор Афанасьев Парковый, Тенкалахальбер. Детали из-под техники для долбления. Периодически восстанавливаю разные детали из-под бульдозера, например. Бульдозер кылыктарын. Это по работе, по профессии я инженер. С 2009 года работаю в Институте физтехпроблем Севера. Стали плотно изучать получение стали из местной руды. И по сей день занимаюсь выплавкой. Могу показать вам болго, есть экземпляры.
Не помню, какого года конкретно этот. Вот так отрезаем и делаем анализ. Тоқ. В Ото былыр мантан тугу барың оралдар бұлла. древности из Болго делали много чего. Сейчас больше ножи. Үшін бұхақ тағары хаты өт манта. Болгону біле Болго по свойствам закалки можно делить на 3 сорта, в зависимости от конкретной в зависимости от конкретной цели, что с него хотят изготовить. Смешивают составы. көрін. Оғылдар оғыл. Хим анализтірейін бағалар. Есть химические данные составов Болго, в каком году и из какой местности получена руда. Собираем базу данных. Хотим собрать данные со всей республики Саха. Данныйдар бағалар. Оны олығыр базы данны құрдық. Мұннан хевет. Кәндіге тұрны. Пока бұл Саха херингенің бардың орын бұд тоқыдым бары олығыр. В завершении нашего разговора, так как канал об охоте, хочу пожелать всем здоровья, всяческих достижений. Пусть всегда вам сопутствует дух охоты Баянай. И еще хочу добавить, что нож в любом случае тупится, и за ним нужен уход.